Ну что ж, мы возвращаемся на площадку Ледового дворца Лейботор, где сейчас начнется третий период матча между сборными Якутска и Мирнинского района. Первый период у нас завершился со счетом 2-2, и второй отрезок игры завершился с итогом 6-3 в пользу команды Якутска. Ранее вот на старте игры вперед выходили у нас мирнинцы. Ну и Якутск наконец-то смог сравнять счет и выйти вперед и упрочить свое преимущество. Сейчас вот преимущество в 3 шайбы. Вот мы видим взятие ворот, которые у нас состоялись во втором периоде. Много у нас борьбы, много, есть и даже спорные моменты. Воспользовались и видеоповторами. Много эмоций. Действительно, ведь все-таки у нас оспаривается золото чемпионата. Напомню, что у нас выявление победителей и призеров проходит по круговой системе. И это заключительный матч чемпионата, победитель которого зайдет на первую ступень пьедестала почета. Ну и Владимир Тагирович, вот, если резюмировать вот, второй период, что можем сказать? Ну, такое ощущение, что игроки Мирного устали просто физически, да, и поэтому темп игры сбавили, а игроки Якутска, наоборот, выдержали этот темп, и вот результат: сыграли поактивней. Крупным планом показали судью соревнований. Напомним, Андрей Чернышов приехал специально для судейства чемпионата первой лиги из города Новосибирск. Входит в ассоциацию коллегии судей Сибири и Дальнего Востока. Судит матчи ВХЛ и МХЛ и юниорской хоккейной лиги. На льду у нас работают действительно квалифицированные специалисты. Тем более, когда идет такая вот игра, полная борьбы, опасных моментов, конечно же, взятие ворот. Да, и лайтсманы тоже опытные. Илья Николаевич приехал к нам с Омска работать тренером, но там проходил судейскую практику тоже. И на всех чемпионатах вместе с Евгением они у меня судят в качестве главных судей, лайтсманов, все проходящие чемпионаты и первенства. Ну что ж, начали мы третий период с разговора о темпе. Посмотрим, на каких скоростях у нас пройдет матч в третьем отрезке. В предыдущей встрече у нас был выявлен бронзовый призер. Им стала сборная Нерингвинского района со счетом 8-3, одолевшая команду Якбор. Якбор у нас таким образом занимает последнее место в первой лиге. И в скором времени встретится с победителем второй лиги, с командой Хангаласского района. В матче, по итогам которого будет выявлен участник первой лиги следующего сезона. В атаке мирнинские хоккеисты. Хороший перехват. И сейчас Якутск пойдет вперед. Яков Сандаков с шайбой ходит по правому флангу. Пробрасывает шайбу в угол площадки. И шайба у Цукунова Вадима. Вадим ищет партнеров. Теряет шайбу. Яков Сандаков с шайбой. Чудинов. Дает замениться Ярослав Васильев своим партнером по команде. И потеряли шайбу. Ну, вот, Владимир Тагирович, вы отметили то, что наблюдается некая усталость, да, в составе вот мирнинских хоккеистов. Вот, как они смогут сейчас в третьем периоде попытаться переломить ход встречи? За счет каких компонентов игры, по вашему мнению? Ну, сейчас посмотрим, пока вот незаметно, но если включатся, если успели отдохнуть, то думаю, что они мастеровитые, я еще раз повторюсь, да, очень опытные игроки.
Сергей Нечаев несколько игр сыграл в континентальной хоккейной лиге. Потом продолжил свою карьеру в высшей хоккейной лиге в Казахстане. И сейчас третий год живет в Удачном и работает на хоккейном корте города Удачный. Хороший момент. Прошел Руслан. Сегодня активно работают защитники, да, подключаются к атаке очень активно. И Руслан Исхаков, и Денис Чудинов отметились забитыми шайбами. Исхаков на ваших телеэкранах. Капитан команды, а в жизни директор якутской ГРЭС. Но в свободное время тренировки проходят поздно. После работы он приходит, 2 раза в неделю тренируется. Тогда, конечно, есть время, если не загружен работой. Вообще игроки, представленные Мирнинским районом, в основном работники все акционерной компании «Алроса». И так или иначе они связаны с «Алросой». И кто-то работает горняками, кто-то работает просто в структурных подразделениях, но все работники «Алроса». И командированы сюда как раз компания «Алроса». А команда города Якутска, конечно, тут более разнообразная география. Есть студенты, есть работники школы по хоккею, есть работники энергетики. Ярослав шайбой, бросок, штанга. С добивания тоже не получилось. Да, добивание. Вот Наместников Дмитрий шайбой. Капитан команды отыгрывает в угол. Жестко играет. Ой-ой-ой. Как некрасиво действуют игроки Мирного. Уже игрока нет шайбы, но все равно продолжают его атаковать. Самое опасное вот в этих ситуациях травму можно получить. Уже, в принципе, не видно, что борются пытаются забить гол, да, вот пытаются как будто покалечить игроков. И это не есть хорошо. Вот Третьяков. Третьяков и бросок. бросок. Так, что тут у нас? Шайбу зажал защитник. Наказание не последовало. Успели команды отыграть практически 5 минут в третьем периоде. Якутск по-прежнему впереди, 6-3. Второе звено Мирного на льду. И у Якутска тоже вторая пятерка. Ой-ой-ой, запутался в клюшке в чужой. Яков. Судья не посчитал, что это нарушение правил. Игра продолжается. Яков борется за шайбу. И пошли вперед мирнинцы. И бросок. Добивание. Оставили на пятаке одного игрока команды Мирной. И 77-й номер был на площадке сейчас на пятачке. Сергей Коваленко. Сергей Коваленко. Пытался, Совершенно один, да, оказался? да, вообще. Перед воротами. Ну и Генрих Рыданных выручил. И пошли вперед. Третьяков. Третьяков и нет. Ой-ой-ой. Толчок в спину жестко. Юрий Туренко
Тумигина Михаила показывает, что не хотел. Вот, извиняется, подъезжает Юра. Я только хотел сказать, что Юра вышел первую смену в этой игре. Прошлую игру пропустил. Туренко Юрий. Туренко Юрий. 68 номер. Сменили игровые майки игроки, поэтому чуть-чуть несовпадение у нас, несовпадение с Заявками, да? заявкой, да. Ну что ж, и Юрий Туренко Так, заминка. Так, вторая пятерка на льду. У Якутска первое звено. А что, удаление было, да? Удаление, да. Удаление Юрий Туренко удален на 2 минуты. Судья не меняет свое решение. Нечаев Сергей. на правах капитана Нет, его, побеседовал с судьей. нет, его тоже удалили, что ли? Да, Тоже, как видим, да, удален. И сейчас услышим комментатора трактовку удаления. Но игроки играют, игроки Мирного играют вчетвером. бросок. Ой, какой бросок. И ворота сдвинуты. Очень напряженные игры. Лед под воротами не выдерживает, да. От ударов ломается края. Каждую игру залечивают его. Но опять ломают. Шайбой хоккеисты Дружинин набрасывает Якутска на и пятак. Поправлял Яков шайбочку. Яков, напомню, Сандаков Яков, старший тренер республики по юношам и девушкам. и И потеря. вот ошибка. Дружинин Никита ошибается. Бросок здорово действует. Генрих. Шайба у Плахина. Передача на Цыкунова. Вадим входит в зону. Ищет партнера. Увозит шайбу в угол площадки. Так, сели. Сейчас позиционно будет разыгрывать. Пытаться найти слабое место. И бросок. Вот сейчас набрасывает над воротами. 50 секунд остается Мирному Шайба играть у в меньшинстве. Сушакова. Дружинин с шайбой. Цыкунов. И будет бросок, наверное, я думаю. Нет. И перехватывает передачу. 37 секунд играть в большинстве. И какая хорошая передача. И И четко вновь. играет. И будет удаление. Искаков Руслан удален. Недоумение за что. Вроде бы сейчас на повторе мы увидим. Вроде он четко сыграл. Просто остановил игрока, прижав к борту. Будет повтор? Да, повтор есть. А, нет, ушло не с той камеры, она показывает. Но вот бросок. И уже поднята рука судьи. Так. В равных составах сейчас играют, но 21 секунду. Ну и отметим безупречное действие, да, Генриха Рыданных. Да, хорошо сейчас взял. Все понятно. Туренко, видимо, опять получил очередной матч-штраф за такую грубость, да, за толчок соперника. Поэтому его наказание двухминутное сейчас отсиживает капитан команды. И вот он уже вышел в игру сейчас.
В атаке мирнинцы. Опасно может получиться. Бросок. Хочется отметить вот Третьякова Сергея. Наверное, зрители замечают его выправку такую армейскую. Сергей служил в роте почетного караула Кремлевской. Вот. Поэтому даже на льду смотрится таким подтянутым. Вот сейчас мы видим его 12 номер. Вот такие интересные люди у нас принимают участие Да. в нашем хоккейном турнире. На отброс играют сейчас. Удалены. Удален у нас Руслан Исхаков, капитан команды. Минута остается до его выхода. Сергей Нечаев вбрасывает шайбу в зону. Так, Денис опять футбольным приемом пытался выбросить шайбу. И Никита Дружинин в борьбе. В атаке мирнинский коллектив. Бросок. Генрих вновь вступает в игру. Шайба вышла. Через 15 секунд Якут будет в полном составе. Хорошая передача. И Эдуард Дроздов встретил сейчас 55-го номера. Ватолина Александра. В пределах правил. Нечаев Сергей. Блокирует его Васильев Ярослав. Отбрасывает шайбу. Бросок. Что-то все игроки Мирного, особенно первое звено, обозлились на Михаила Тумигина, который спокойно играет, никого не трогает. Они прям охотятся за ним. Вот сейчас только что Наместников Дмитрий пытался размазать его по борту, да. Михаил его вовремя увидел, ушел от столкновения, но часть корпуса все равно попала под машину, как говорится. Весовые категории тоже разные. Эдуард Дроздов вбрасывает шайбу в зону. Все грязнее и грязнее начинают играть мирнинцы. Проброс. Команда якутская играет в полном составе. И до конца третьего периода чуть-чуть меньше 10 минут. Вбрасывание будет в зоне мирнинской команды. Вбрасывание. Очень техничный игрок Яков Сандаков. Смотрите, до последнего уже падая, все равно удержал на кончике клюшки шайбу, устоял на ногах и продолжил играть. Сейчас опять шайба, отыгрывает на Вадима Цикунова за ворота. Вадим попадает между двух защитников, теряет, но удается удержать шайбу. Вот и жестко попадает под силовой. Вот я говорю, вот эта вся опасность разбивает, по-моему, лицо, но встает. Губу повредили. Да, прилично досталось в этом эпизоде. Да. Не видел, боролся с одним соперником, и тут у него летел еще один, как говорится, да. Первые пятерки на льду. Шайба у Сергея Нечаева. Бросает в зону, закругление. И Дмитрий Наместников был первым и борется за шайбу. Так, Эдуард Дроздов. Васильев. И Михаил Тумигин пытался выбросить, не смог. О, и гол. Высоко поднятой клюшкой не засчитывается. Шайба сразу
Сразу показал судья, что высоко поднятой клюшкой было сыграно. Ну и не спорят, соответственно, игроки. Сейчас на повторе мы это увидим. Ну и аплодисментами сразу встретили это решение, да, столичные Да-да-да. хоккеисты. Ну и болельщики тоже, то, Да. что справедливо. Поблагодарили за внимательность в этом эпизоде. Ну, давайте посмотрим, как все это было. Вот, набрасывает, и здесь не видно. Сейчас другого ракурса, вот. И вот. Да. По правилам у нас не выше, Да, ворот. да, ворот должна клюшка находиться. Ну, или не выше плеча, но да, не выше ворот он поднял. Высоко сыграл. Шайба не засчитана. 8 минут 27 секунд до конца третьего периода. Счет по-прежнему 6-3. Ну, ворота и бортик в хоккее одинаковые, 1,22 м высота, но ворота, если бортики иногда чуть-чуть становятся ниже в связи с тем, что лед нарастает, то ворота всегда одной высоты. Шайба у Дружинина Никиты. Никита входит, бросает и с отскока добивать пытается Цикунов Вадим. Отбрасывает на пятак. Хорошо! И наконец-то забросил свою долгожданную шайбу Сандаков Яков. Долго он не мог отметиться в этой игре. Старался, и вот результат. Открылся правильно. Здорово, здорово разыграли хоккеисты сборной команды Якутска. И счет становится 7-3. Ну что ж, приличное преимущество за 8 минут до Да, конца. 4 шайбы, смотрим повтор. Бросок. Шайба отскакивает, ее подбирает Вадим Цикунов. Отыгрывает за воротами на пятачок. И тут Яков Сандаков замыкает штангу и точным броском вратарь не успел переместиться. И Яков уверенно вложил ее в ворота. Ну что ж, 7-3. Поздравления принимает нас Яков Сандаков. Остановка. Оспаривает заброшенную шайбу. Видеопросмотр смотрит. Был видеопросмотр шайбы. Ну, говорят, что двинутые ворота были. Но да, в центре сбрасывания. Ну, на самом деле запись сохранится. И я думаю, что игроки Мирного посмотрят и убедятся в том, что действительно шайба была. Так, вбрасывание выигрывают хоккеисты Якутска. Благодарим заранее, конечно, мы от Федерации хоккея, от школы, от Ледового дворца или Ботур, телекомпанию Якутия-24, которые предоставили вот эту возможность зрителям телеканала посмотреть хоккей и осуществить вот видеопросмотры как раз вот эти. Потому что бывают такие вопросы спорные, да, которые без видеопросмотра решить нельзя. Благодаря съемке нашей сейчас судья пользуется видеопросмотром. Опасно, и поднята рука. Принял ниже пояса. Ну, игрок и так низкий, да, и он подсел еще под игрока. В бедро, получается, поймал. А это запрещенный прием. И удаление. Удаление. Дмитрий Семенов отправляется на скамейку штрафников, пытается оспорить. Да, ну в бедро попал, тут никак не оспорить. Если бы он в район таза, да, там пришелся, а то ниже пояса, как говорится, да. И вот, смотрим просмотр. Подкатился и попал, Да. в бедро. Очень жестко было сыграно. 2 минуты мирнинский коллектив проведет в меньшинстве до конца третьего периода. Напоминаю, чуть больше 7 минут. Якут сейчас будет позиционно атаковать. И вот еще раз можно отметить то, что правильное решение Федерации хоккея в приглашении нейтрального судьи, опытного, потому что никаких нареканий не возникает. Судья не заинтересован. Тем более вот Андрей Чернышов отметил, что игроков
как раз Удачного и Мирнинского района, он знает всех. Они все играли как раз в регионе Сибирь, Дальний Восток. Он со всеми с ними знаком. И я думаю, что он даже не пытается ни в ту, ни в другую сторону засуживать кого-то. Игра нормальная, чистая. Даже вот игроки Якутска, кстати, жалуются больше, что много пропускает нарушений. И сегодня Егбор тоже высказывал свое мнение, но Ну, вот сейчас как раз Сандаков падал, да? Судья показал, то, никаких что нарушений правил в этом эпизоде не было. Кистевой ищет партнера. Дроздов. И Кистевой бросок. наброс. Отскок. И нет, не получилось. Так, Васильев Ярослав. Опять игра через Дроздова Эдуарда. Эдик с шайбой. Эдуард тоже уроженец города Якутска. Занимался с 4 лет хоккеем. Под моим чутким воспитанием был. Я у него был тренером. И после спартакиады учащихся Эдуард в 2013 году уехал в Омский «Авангард», где играл за спортшколу. Спортшколу закончил, не получилось заключить контракт с молодежной лигой, и Эдик принял решение продолжить учебу. Поступил в физкультурный колледж и сейчас учится в Омске, в спортивном колледже. Какой сейф в исполнении Генриха. Трибуны аплодируют. Действительно, очень уверенно поймал эту шайбу Гейдрих Рыданных. Но сегодня не удалось удержать зрителей нам, да. Если в прошлые дни мы сдерживали натиск, как говорится, чтобы не мешали камерам, то сегодня зрителей очень много, и места на трибунах просто не хватило, поэтому пришлось первую линию стоячих мест заполнить тоже. И грамотно, удачно отбивает Генрих. 4:23 до конца третьего периода. Счет встречи 7-3. Вбрасывание в зоне города Якутска. Итак, смотрим. Вбрасывание выигрывают мирнинцы. Бросок следует. Не точно. Продолжается атака мирнинской команды. И проброс. Четыре минуты остается до конца третьего периода. И мирнинская команда старается отыграться. И удаление. Сандаков Яков удален. За что, говорит? Но отправился. Ну и сейчас арбитр. Андрей Плахин тоже высказывался в его сторону. Перед этим Сергей Нечаев жестко, не владеющего шайбой, принял Андрея Плахина. Андрей упал. И вот сейчас... Ну, тут, конечно, удаление все равно в спину атаковал, конечно. Но просто они ему говорят, что не видит нарушений в сторону Якутска. Выбрасывает шайбу.
сейчас почему-то рванули все нападения. Защитник Руслан. И бросок. И хорошо взял шайбу. Вот сейчас Эдик как раз говорит Руслану: ты что, уехал вперед? Говорит, мы вчетвером играем. Смена в команде Якутска. В защите два игрока Чудинов и Плахин, и два нападающих Цикунов и Дружинин. Отмечу, что оба защитника нашей команды играют в нападении. Просто вот из-за нехватки защитников и Плахин, и Чудинов. И отлично справились. Денис сыграл рукой, и контратака. Вадим не смог протащить шайбу. И удерживает. И сейчас будет силовой прием. Пропустил удар в спину. Выбросили шайбочку. Сейчас спокойно на отброс сыграли. Опять первая четверочка на льду у нас. Васильев, Третьяков, Чудинов и Исхаков. Денис не успел смениться. 2 минуты 9. 2 минуты 5 секунд до конца. И через 28 секунд Якутск будет играть в полном составе. Сбрасывание в зоне мирнинской команды. Тредяков Сергей в игре. Дроздов Эдуард выбрасывает в зону соперников, и не бегут туда у нас особо игроки. Вот прессинговать пытается Ярослав Васильев. На самом деле не дает раскатиться игрокам, чтобы первого паса не было. Так, Паутов Владимир с шайбой. Якутск в полном составе. Бросок. Отыгрывают на пятачок. И клюшкой получает игрок нашей команды города Якутска Эдуард Дроздов. И за игру высоко поднятой клюшкой наказан 71 номер Денис Соловьев. Денис Соловьев. Показывает, что он наклонился, типа я ему в наклоне ударил, но удар соперника клюшкой по лицу — это все равно опасная игра. Да, безусловно. И теперь уже Мирный будет играть в меньшинстве последующие 2 минуты. Но получается до, можно сказать, до конца встречи, если не будет. Заброшена шайба, да. Минута 23 до конца третьего периода. Якутск очень близок к тому, чтобы Стать в очередной раз. победителями в основное время. Это, с 2010 года команда Якутска не проигрывает чемпионаты. 10-й, 11-й. Так, шестой чемпионат уже, и с 2010 года два раза становились победителями спартакиады. В год спартакиады чемпионат республики не проводился, поэтому нет, не было гола. С обратной стороны шайба прошла. 28 секунд до конца. Нечаев атакует. И
вот атака 2-1. Бросок. На месте вратарь команды Генрих Рыданых. Очень уверенно концовку встречи провел Генрих. Да. Ну, мало бросков, он успевал восстановиться и подготовиться к броску. Не так активны, да, в третьем периоде игроки Мирного. Ну и последние 10 секунд этой Вот. встречи. Нечаев борется до последнего и Ну и отсчитывают трибуны. И да, сборная команда полетели города Якутска перчатки, становится клюшки, шлема. победителем чемпионата Республики Саха-Якутия по хоккею с шайбой. По доброй традиции, да, у нас на лед вылетают и перчатки, и каски. Якутск, Чемпион. да, Якутск И чемпион. мы благодарим телекомпанию Якутия-24 за предоставленную возможность показать игры чемпионата республики. Напомню, что это было впервые такая трансляция за всю историю проведения чемпионатов. В этом году 15-й чемпионат по счету уже проходил в новой истории, так сказать. Начиная с 96 года, как открылся Ледовый дворец, мы возобновили проведение чемпионатов. И через 20 минут, 18 часов, состоится торжественное закрытие чемпионата, награждение в 2 лигах. Напомним, во 2-й лиге чемпионами стали команда Хангаласского района, 2-е место заняла команда Усть-Алдана, 3-е место Мегино Кангаласского района. И в 1-й лиге чемпионы город Якутск, 2-е место Мирнинский район и 3-е место команда Нерюнгринского района. Ну, если говорить об успехе команды Якутска, да, вот я тут подсчитал. Получается, за 3 встречи сборная Якутска забила 37 шайб, пропустила при этом 11. Впечатляющий показатель, согласитесь. Да. Вот, хоккеисты благодарят зрителей. Гена довольный. Генрих Рыданых на ваших телеэкранах. Команда Мирнинского района тоже благодарит всех зрителей. Сейчас стали на фотографирование. Ну и я с вами прощаюсь. Вася еще продолжит трансляцию. Большое спасибо. И мы сейчас будем наблюдать за результативными действиями игроков не только третьего периода, но и предыдущих 2. Интересная встреча у нас с вами прошла, дорогие друзья. Первый период, напомню, завершился со счетом 2-2. У нас в начале, в старте у нас всегда выходили вперед хоккеисты из Мирнинского района. И потом, наконец-то, столичные хоккеисты сами вышли вперед и потихо, вот помаленечку начали укреплять преимущество. Вот мы видим взятие ворот, которые проводят мирнинские хоккеисты. А вот это шайба красавец в исполнении Васильева. Да, вот любят в интернете делать различного рода вот топы, так называемые. Да, я думаю, любой из них можно смело включать вот шайбу, проведенную Васильевым. Это один из многих сейвов Генриха Рыданых. Сегодня хорошую встречу провел вратарь Якутска. Ну, в этом эпизоде, конечно, немножко не повезло от своего игрока. Шайба все-таки предательски закатилась за линию ворот. Ну, а это взятие ворот. Мы видим, как Никита Белых сначала грубо отталкивает нашего хоккеиста сборной команды Якутска, а затем сразу же залетает шайба с
дальней дистанции. Это тоже, кстати, очень красивая шайба, которую провел Вадим Цикунов. Убежал на скорости, показал в одну сторону, убрал в другую и закатил уже в пустые ворота. Второй период у нас завершился со счетом 6-3. Якутск вышел вперед и начал увеличивать преимущество, проводя раз за разом результативные атаки. Но, тем не менее, игра прошла очень напряженная. Было очень много борьбы, были эмоции, и споры, и небольшие стычки у нас, конечно же, все-таки хоккей. Мирнинский район старался идти вперед, но, как мы уже отмечали, немножко подустал, видимо, коллектив. Именно за счет темпа сборная команда Якутска смогла выиграть. Эта шайба у нас не была засчитана, так как игрок мирнинской команды играл высоко поднятой клюшкой в этом эпизоде. Но вот долгожданная шайба Якова Сандакова после отличной передачи Вадима Цикунова, если я правильно помню. Да, так и есть, Вадим Цикунов красиво обогнул ворота и вырезал такую прекрасную передачу на Якова. Ну и тому ничего не оставалось, кроме как забить. Ну что ж, дорогие друзья, перед тем, как попрощаться, давайте еще раз напомним. У нас первое место занимает команда Якутска. Набирает она 9 очков, побеждает во всех 3 играх и занимает первое место. На втором месте соревнования завершает команда Мирнинского района в ее активе 6 очков. На третьем месте Ниренгринская команда 3 очка. И на последнем месте у нас команда Якбор в ее активе 0 очков. И таким образом в скором времени Якбор встретится с командой Хангаласского района, чтобы оспорить путевку в первую лигу на следующий сезон. Таким получился у нас чемпионат по хоккею. Еще раз поздравляем всех участников. Ну и, конечно же, поздравляем сборную команду Якутска с чемпионским титулом. С вами на протяжении этих дней работали у микрофона мы, я Власий Сергеев, и директор Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы по хоккею Владимир Тагирович Хисамуддинов. Ну что ж, дорогие друзья, занимайтесь спортом и будьте здоровы. До скорых встреч в эфире.